1 января мы уже, соответственно, переезжаем в новый корпус. Папа ученицы 165-й Казанской школы ждет не дождется, когда его дочка-второклассница будет учиться по новой полилингвальной системе. На основе этой школы будет создан один из первых таких комплексов. Наша дочь учится, ей действительно очень сильно нравится. И татарский, английский, несмотря на то, что мы русскоязычная семья, и татарский является одним из самых любимых предметов для моей дочери. Поэтому мы только этому рады и считаем, что это будет очень интересно. Всего в Татарстане уже намечено создание 6 полилингвальных комплексов. 2 из них откроются в Казани, по одному в Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. В них преподавать предметы будут на 3 языках – русском, татарском и английском. Так, начиная с младшего возраста, дети смогут их легко освоить. Как считает Минтимир Шаймиев, как бы сложно это ни казалось, но делать это нужно. Кто же, если не мы, за такие проекты браться? На самом деле принцип тот: идущий одолеет. Идущий одолеет. Нельзя стоять, возмущаться или быть недовольным, или загнать себя, или убедить самого себя, что мы дальше ничего не сможем сделать. Нет, только решимость нужна. На этом пути Министерству образования республики поручено в кратчайшие сроки вместе с родителями выработать концепцию такого образования и подготовить хороших учителей, которые бы владели 3 языками. Мы должны успевать за тем, зачем не успевают ни в ГОСы, ни учебники, потому что там процесс инертный, а дети изменяются гораздо быстрее. Минстрой республики сейчас занимается подготовкой документации и площадок, где разместятся новые образовательные учреждения. Планируется ремонтировать существующие школы и садики и строить новые корпуса. На площадках в Казани уже начали забивать сваи. В ежедневном режиме работают кураторы, и все необходимые действия, которые осуществить должен заказчик, там отработаны. Первый комплекс должен встретить учеников уже в новом учебном году. Все же намеченные полилингвальные школы должны заработать к 2022 году. Хорошую веру в успех вселяет пример возрождения Болгара и Свияжска. Сегодня людей, причастных к этому, отметили госнаградами. Благодарность президента республики получил экс-министр культуры, исполнительный директор нашего канала Айрат Сибагатуллин. Дмитрий Аянин, Александр Бабанов, ТНВ, Казань.